Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сергея Азими. Здравствуйте. Сегодня, 29 июля, во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мавсеса Абеляна. На встрече обсуждены вопросы многогранного сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций, в том числе по вопросам воды и климата. Выражаем вам признательность за конструктивное сотрудничество, в том числе в организации тематических конференций, в первую очередь по водным и климатическим вопросам в нашей стране под эгидой Организации Объединенных Наций, заявил в начале беседы президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Было подчеркнуто, что Таджикистан выступает за дальнейшее укрепление роли Организации Объединенных Наций в международных делах и считает весьма важными ее усилия по укреплению глобального взаимопонимания во имя сохранения мира, стабильности и развития. Принятие 10 резолюций по предложениям Таджикистана и поддержка странами-членами Организации международных инициатив нашей страны были названы результатом плодотворного сотрудничества сторон. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем продвижении Душанбинского водного процесса и проведении в 2028 году в столице Таджикистана конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам и заключительно всестороннем обсуждении в ее рамках реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Стороны также провели плодотворный диалог по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Итоги встречи с основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мавсес Абелян прокомментировал следующим образом. Я очень рад побывать в Душанбе, в Таджикистане. Была встреча с президентом. Мы обсудили вопросы, связанные с предстоящими конференциями, которые будут здесь, в Таджикистане. Конечно, самая большая конференция будет в 2028 году. Это детали, которые мы сейчас будем обсуждать сегодня с министром, с другими ведомствами. Это такая попытка сделать конференцию из бывших советских республик. Таджикистан будет принимать такую конференцию на таком большом уровне. Это то же самая конференция, если вы смотрите в каждый год в сентябре, когда все президенты и главы государств собираются в Нью-Йорке. Вот такую же конференцию надо организовать здесь, в Душанбе, по размеру и по, конечно, очень важной тематике по воде. Мы обсудили все детали, будем обсуждать сегодня и завтра, я буду здесь. Я очень хочу, чтобы это была удачная конференция не только по основе воды, которая будет, и по всем мероприятиям. Я знаю, таджикское гостеприимство очень хорошее, но будем работать, чтобы все другие логистические, другие проблемы были разрешены все. Я думаю, что у нас будет очень хорошая конференция здесь, в Душанбе. К другим новостям. Все достижения и успехи жителей Таджикистана за период государственной независимости являются результатом самоотверженного труда героических и трудолюбивых граждан нашей страны. В одном из своих выступлений лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил: «С твердой уверенностью заявляю, что патриотически настроенный, трудолюбивый наш народ способен достичь еще более значительных успехов, ибо мы свою независимую и свободную родину любим больше жизни и с чувством благодарения за независимое государство и для защиты мира и спокойствия, национального единства и повышения авторитета суверенного Таджикистана на международной арене будем все вместе добросовестно трудиться». О достижениях периода государственной независимости расскажет Зумрат Файзиева. Солидарность, единство, патриотизм и трудолюбие всех жителей Таджикистана – это бесценное богатство, вдохновляющее и придающее всем нам силы. Народ Таджикистана направляет все свои возможности и усилия на благоустройство и процветание Родины. Сегодня мы видим, что облик нашей страны коренным образом преобразился, начиная с ее столицы города Душанбе и до самых отдаленных селений. Таджикистан удивительно красивая страна, а люди здесь радушные и гостеприимные. Мне очень понравился город Душанбе, утопающий в цветах и зеленых насаждениях.
Душанбе – зеленый город. Здесь созданы комфортные условия для проживания граждан и отдыха туристов. Государственная независимость создала условия для достижения значительных успехов во всех сферах жизни общества. Государственная независимость – это начало совершенно новой эпохи в истории таджикской государственности, новый этап формирования нашего национального менталитета. Независимость и свобода являются предметом гордости и чести нашего народа, благодаря чему мы более 3 десятилетий неустанно трудимся на благо процветания нашей Родины. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, патриотическим усилиям гордо настроенных специалистов и предпринимателей страны, таджикских строителей, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог и мостов, спортивных объектов, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Все успехи Таджикистана прежде всего достигнуты благодаря независимости и свободе, миру и спокойствию, политической стабильности и национальному единству. Жители страны прилагают усилия, чтобы сделать нашу историческую землю еще более процветающей и красивой. Нашим единством и коллективными усилиями мобилизовать все наши возможности для развития независимого государства и подъема его авторитета на международной арене. Благодаря усилиям и стараниям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, а также постоянным усилиям благородного народа страны, в стране наблюдается стремительный прогресс. Изо дня в день Таджикистан становится процветающим, красивым и развитым. По всей стране строятся дороги и тоннели, малые и крупные гидроэлектростанции, высотные жилые дома, современные школы, создаются новые рабочие места. Мировое сообщество поддерживает глобальные инициативы главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Повышается международный авторитет нашего суверенного государства. Признание и принятие резолюций, связанных с инициативами по водным и климатическим вопросам на мировой арене, положительно влияют на повышение имиджа Таджикистана и направлены на решение глобальных проблем. Наряду с этим инициативы Таджикистана по сохранению водных ресурсов, предотвращению таяния ледников в процессе изменения климата и обеспечению экологической безопасности региона очень важны для. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.